Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Правительство Северной Осетии готово к Новому году. На очередном заседании под председательством премьер-министра Сергея Такоева принято решение о внесении поправок в законопроект о республиканском бюджете. Доход в казну на будущий год хотят увеличить на 348 миллионов рублей. Новая программа культурного развития представлена в Бесланской школе номер 8 при сотрудничестве Министерства образования Северной Осетии и Республиканского театра оперы и балета состоялся первый интерактивный урок музыки под руководством Ларисы Гергиевой. Эти и другие темы далее подробно. Правительство Северной Осетии готово к Новому году. На очередном заседании под председательством премьер-министра Сергея Такоева принято решение о внесении поправок в законопроект о республиканском бюджете. Доход в казну на будущий год увеличится на 348 миллионов рублей. При этом республиканский бюджет по-прежнему в дефиците. Также одобрение членов правительства республики получили поправки в законопроект о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Кроме этого, на заседании правительства рассмотрели инициативу о признании утратившим силу распоряжения Совета министров Северо-Остинской АССР 1992 года. Земфира Лулаева, Фатима Макиева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ. Пожарная безопасность объектов, на которых будут проходить массовые мероприятия, готова на 70%. Среди них детские сады, школы, театры, библиотеки, кафе и другие учреждения. Всего таких объектов по республике около 400. Об этом журналистам рассказал начальник управления МЧС по надзорной деятельности Сергей Кравченко. На сегодняшний день прошли проверку порядка 300 организаций. Кроме того, обозначил Кравченко, за нарушение пожарной безопасности к административной ответственности уже сегодня привлечены 70 лиц. Данную продукцию необходимо покупать в специализированных магазинах. При покупке данных изделий необходимо обращать внимание на сертификат по пожарной безопасности, имеется он или нет. На сертифицированной продукции в обязательном порядке имеется инструкция по использованию данных предметов. И там сказано о том, что их нужно использовать на открытых площадках, ни в коем случае не использовать под электрическими проводами и деревьями. Что касается продажи пиротехнических изделий, в республике действуют 4 официальных объекта, которые реализуют сертифицированный товар. В ближайшее время будет проведен рейд по выявлению незаконной пиротехники. Во время новогодних детских утренников на дежурство выйдут более 400 пожарных и 84 единицы техники. По данным МЧС, в этом году случилось 294 пожара, где погибло 3 человека. Рая Дзантьева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Умники и умницы со всей Северной Осетии приняли участие в финальном этапе регионального чемпионата игры «Что, где, когда». В интеллектуальных поединках приняли участие 24 команды, в составе которых школьники, студенты и работники различных отраслей. Возрастных ограничений для участия нет. Ведущий зачитывает вопросы, а знатоки должны дать ответы. Вопросы из области истории, географии, культуры и литературы. На обдумывание предоставляется лишь 1 минута. Побеждает команда с большим количеством правильных ответов. Эта игра помогает людям немного стать умнее, потом это командная игра, поэтому люди учатся работать в команде, поддерживать друг друга, развивать лидерские свои качества, потому что надо бывает иногда настоять на какой-то версии, потому что она может быть правильной, но другим так не кажется, и важен-то в конечном итоге результат, а не то, что потом ты скажешь, что я знал, но мы просто не ответили. Надо добиваться результата и стараться выиграть в эту игру, помимо того, чтобы просто получать от нее удовольствие. Каждым годом популярность игры растет. Участники с большим интересом посещают различные интеллектуальные мероприятия, такие как брейринг и своя игра. Это развивает смекалку и оперативное мышление. Победители сезона получат грамоты, медали и сувениры на память. Ирина Дзабаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Волшебный мир театра. Такое название получила новая программа культурного развития, разработанная Министерством образования и науки Северной Осетии. При поддержке Республиканского театра оперы и балета в 8-й школе Беслана прошел первый интерактивный урок музыки под руководством Ларисы Гергиевой. Мариинский театр уже давно, много лет, всю свою продукцию, все свои премьеры, концерты показывает на весь мир, и к нему могут подключиться любые, даже очень малые населенные пункты нашей страны. Мне, конечно,
лично, как представителю осетинского народа, очень бы хотелось, чтобы в первую очередь смогли видеть молодежь нашей республики, молодые люди, которые живут здесь. Благодаря Ларисе Гергиевой школьники окунулись в эпоху 17 века, когда опера только зарождалась в Италии, и узнали многое о великих композиторах разных стран. Ребятам очень повезло. На сцене школы известные оперные солисты театра исполнили мировые шедевры. Среди них опера Верди, Чайковского, Пучини. Вторая часть урока – онлайн-трансляция постановки в Мариинском театре. В режиме реального времени учащиеся школы, а также преподаватели смогли увидеть выступление одной из самых известных балерин мира – Ульяны Лопаткиной. Это дает возможность приобщаться к высокой культуре через Мариинский театр, через солистов нашего театра оперы и балета, который фактически выполняет функцию воспитания духовно-нравственного состояния наших детей. Мы сегодня увидели, что на самом деле это очень феерично для них с точки зрения восприятия. Многие по-другому начнут относиться к искусству, к музыке. Музыкальный проект рассчитан на учеников с 5 по 9 классы. Главная цель – культурное воспитание подрастающего поколения. Такие мероприятия планируется проводить по всей республике. В 2015 году проект музыкального просвещения будет работать по расширенной программе. Сабина Лаборова, Фатима Макиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Thank you.